Приветствую вас, мои дорогие ученики! Добро пожаловать на мой урок русского языка. Итак, друзья, внимание! Вот прозвенел звонок. Садитесь поудобнее, начнем скорее урок. Ребята, я хочу вам пожелать, чтобы сегодняшний урок обогатил вас новыми знаниями, чтобы вы получили удовольствие, радость от нашей совместной работы на уроке. Ребята, отгадайте, пожалуйста, что я загадала. Я загадала два предмета, но даю подсказку. Первый твердый, а второй мягкий. Как вы думаете, что это? Дальше. Первый сухой, а другой сладкий. Думаем. Первый съедобный, а другой вкусный. Значит, их можно есть? Его можно каждый день есть. А второй чаще на день рождения. Это отличие, ребята. Теперь, что их объединяет? Продукт питания. Догадались, друзья? Конечно, твердый – это сухарь, а мягкий и вкусный – это тортик. Весело было? Ребята, что еще может быть мягким и твердым? Конечно, вокруг очень много мягких и твердых предметов. А что тут делают буквы? А буквы тоже, когда мы произносим их, могут быть твердыми, а иногда мягкими. Тема сегодняшнего урока – твердые и мягкие согласные звуки. И сегодня на уроке мы научимся различать мягкие и твердые согласные звуки. Узнаем, какие согласные образовывают пары по твердости и мягкости, а какие бывают только твердыми или мягкими. Сейчас я вам расскажу очень интересную историю. Жили в одном городе буквы. Они умели шипеть, скрипеть, шелестеть, но не умели только петь. Поэтому они были согласными звуками. Однажды в городе стало так жарко, что все согласные буквы, а их было 21, решили поехать отдохнуть, подышать свежим воздухом на Джайло. А вы когда-нибудь бывали на Джайло? По дороге им встречались такие красивые места: горы Алато, животные. Словом, восхищались красотой природы. И вот они прибыли на Джайло и увидели две юрты. В одной юрте жили гласные И, Е, Ё, Ю, Я и мягкий знак. А в другой юрте жили гласные А, О, У, Э. Вы же знаете, что гласные любят петь. Вот и запели они песню. А согласным это очень понравилось, и решили они подружиться с ними. Когда они зашли в дом Е, Ё, Ю, Я, И мягкого знака, то согласные тут же стали мягкими. Давайте прочитаем. Гю, мя, де, ки, бе, н. Затем они пошли в гости в дом гласных А, О, У, И. Рядом с ними они стали твердыми. Прочитаем. Мэ, ба, к, ну, го. И им это понравилось. Так и стали они ходить друг к другу в гости. Только буквы Ж, Ш, Ц решили быть всегда твердыми. И даже тогда, когда встанут рядом с гласными
ё, и, ю, я, они твердо стоят на своем. Мы будем всегда твердыми. Запомните эти буквы, ребята. Ж, Ш, Ц. А буквы И краткая, Ч, Щ решили оставаться всегда мягкими. И они всегда твердят, мы будем всегда мягкими. Запомните, ребята, всегда мягких согласных. И краткая, Ч, Щ. Давайте мы с вами отдохнем. Встали все ровно. Физминутка наша непростая. Мы должны верхние буквы называть, а нижние буквы значат вот что. Если видите букву Л, то поднимайте левую руку. Если букву П видите, то поднимайте правую руку. А если букву О, то поднимайте обе руки. Итак, начали. Ребята, давайте прочитаем и запомним, что мягкость согласных звуков обозначается на письме буквами Е, Ё, И, Ю, Я и мягким знаком. Например, земля, орел, люди, конь. А твердость согласных звуков обозначается на письме буквами А, О, У, И. Например, музыка, роза. Ребята, сегодня тоже у меня для вас чтение с препятствием. В этом тексте между словами нет границ. Все слова соединены между собой. А вы должны прочитать этот текст без ошибок. Давайте начнем. В детском саду было много игрушек. Ребята играли вместе. Им было весело. Только Дима не играл. Он собрал около себя целую кучу игрушек и охранял их от детей. «Мое! Мое!» – кричал он, закрывая игрушки руками. Ему было скучно. Сумели, ребята? Молодцы. А к какому типу текста относится этот текст? Конечно, это текст сообщения. Ребята, а жадничать хорошо? Разумеется, это плохое качество. Задание такое. Вы пишите 3 слова, где все гласные звуки обозначают твердость согласных. И 3 слова, где гласные звуки обозначают мягкость согласных. Сравните. Я выбрала эти слова. Подведем итог урока. Проверим, как мы усвоили тему. Так, вы должны расположить каждую букву в свой монитор. Мы знаем, что твердые согласные обозначают синим цветом, а мягкие – зеленым. Начнем? Проверьте. Значит, гласные А, О, У, И, обозначают твердость согласных. А гласные Е, Ё, И, Ю, Я и мягкий знак обозначают мягкость согласных. И теперь вспомните всегда твердых согласных. Сравните. А всегда мягкие согласные звуки –
Это и краткая ч, ща. Проведем самооценку. Если вы на уроке научились различать мягкие и твердые согласные, и если узнали, какие согласные бывают только твердыми или только мягкими, то поставьте себе лайк. А если нет, то показывайте палец вниз. Ну вот и подошел к концу наш урок. До следующего урока.